Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясы. Здравствуйте! Доброе утро! Этот четверг встречаем с вами мы, Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедзянова. Сегодня у нас 15 ноября и Международный день отказа от курения. Если вы еще относитесь к тем, кто губит свою жизнь этой пагубной привычкой, начинайте отказываться от нее именно сегодня. Эту проблему мы вынесли в тему дня, а вот еще вас ждет сегодня, что сегодня ждет в нашей программе. Создаем гармоничный интерьер, как правильно выбрать и разместить источники света. Приятного аппетита! Новый кулинарный рецепт в вашу копилку. Форма. Занимаемся просто и с пользой. Половина опрошенных россиян считают курение табака вредной привычкой. Чуть более трети опрошенных – зависимостью, а 9% – неизлечимой болезнью. Между тем, 12% опрошенных считают, что бросить курить легко. 56% считают, что это трудно, а 28% не задумывались об этом. И еще один факт. Каждый пятый курильщик пытался бросить курить, но в основном безуспешно. Может, следующий сюжет и именно в этот день поможет справиться с курением. Дым сигарет отвращает некурящих, но и самих курильщиков. Способы бросить – частая тема разговоров в курилке. Врачи, пластыри, сила воли не помогают. Некоторые ищут обходные пути, и подчас весьма оригинальные. Один мужчина залил свою жажду к курению, слава богу, не алкоголем, а простой водой. Он выпивал стакан воды каждый раз, когда хотел покурить. Так и бросил, попутно очистив организм от токсинов. Другой перепробовал уже все. Сейчас на диете. Вместо сигареты 10 приседаний и 10 отжиманий. Заодно и мышцы нарастил, и легкие прочистил. Я хочу рассказать историю одной женщины, которая бросила курить в течение 3 минут в присутствии очень важных лиц. Она заметила взгляд, брезгливый взгляд мужчины, главного специалиста этой области. И, заметив это, она дала слово, причем прилюдно, что она бросит курить здесь и сейчас. А дала пачку сигарет курящему человеку и сказала: вот с этой минуты я всю оставшуюся жизнь больше не курю. Она так и сделала. Надо сказать, что этот случай произошел со мной. С тех пор я не курю. Попробуйте еще один оригинальный способ. Только захочется сигаретку, покупайте пачку и кидайте в урну, не открывая. Либо денег станет жалко, либо в магазин ходить надоест. А один человек избавился от пагубной привычки, постепенно отрезая от сигареты кусочек за кусочком, укорачивая ее. И когда дошел до фильтра, понял, что и страстного желания курить нет. Самое лучшее бросать курить тогда, когда тебе плохо. Бросить курить, когда тебе хорошо, сложно, потому что и так все хорошо, что ж бросать-то? А вот когда тело страдает, тогда отказаться от вредных привычек в самый раз. Многие меняют сигарету на жевательную резинку или леденцы. У некоторых получается заживать тягу к никотину. Но самые отвращающие способы – курить сигарету со стороны фильтра или вообще пытаться ее съесть. Вряд ли кому-то после этого захочется курить. Если все-таки взята сигарета, то надо просто-напросто отвести взор в сторону, посмотреть на сигарету как на неодушевленный, абстрактный, посторонний предмет и сказать: не сегодня, не сейчас, может быть потом, может быть в другой жизни. И отставить это действие, снова засунув сигарету в карман. Не так уж и трудно бросить курить. Просто каждый человек должен признаться самому себе, хочет он этого или нет. А уж каким способом будете бросать вы, решать вам. А теперь о вреде курения для нашего здоровья. По некоторым оценкам, курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем
миллиона граждан России. О вреде курения для сердечно-сосудистой системы человека говорим с врачом-кардиологом Ленаром Кашаповым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие заболевания сердечно-сосудистой системы могут вызвать или обострить курение? Да, курение – это один из главных факторов, на самом деле, развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, напряжение, вплоть до развития инфаркта миокарда и гипертонической болезни, то есть повышенного артериального давления. Также, помимо сердечно-сосудистых заболеваний, очень, скажем так, могут заболеть именно хроническая обструктивная болезнь легких, может быть, и бронхиальная астма также сахарный диабет. То есть вот это все заболевания, которые провоцируют непосредственно курение. А что именно вредные примеси какие-то табака? Вот что вызывает именно эти заболевания? На самом деле здесь комплекс факторов. Дело в том, что не только никотин, который входит в состав сигарет, вызывает это, но также и добавки, которые там есть, различные смолы. Это все оседает в легких, и если мы говорим про заболевания легких. И сам никотин сам по себе, это вещество само по себе, оно простое, но механизм воздействия на организм достаточно очень сложный. И поэтому он вызывает при длительном курении вот такие заболевания, к сожалению. А вот с пассивными курильщиками, так называемыми, как? Вот, например, близкий человек курит, а вот, например, супруг курит, супруга не курит. Вот, это тоже также может вызвать заболевание у пассивного курильщика? К сожалению, да. То есть об этом многие не знают или не понимают, но на самом деле пассивное курение, оно очень вредно для того, кто не курит. Иногда даже можно сказать, что человек более подвержен этим вот рискам. Вот, и поэтому тот, кто курит, естественно, наносит вред не только самому себе, но, к сожалению, и окружающим тоже. А вот, предположим, человек бросает курить. Возможно ли восстановить здоровье? Возможно ли уже, так сказать, вернуться к изначальным настройкам? Да, курение, конечно, при длительном воздействии, оно вызывает отчасти необратимые изменения в организме, но есть исследования, которые доказали, что независимо от стажа курения, если человек бросил, то эти изменения в организме, они прекращаются, то есть прогрессии нету, и в каких-то случаях даже улучшаются показатели, то есть уменьшаются жалобы, и объективные показатели тоже улучшаются. То есть поэтому мы всегда говорим о том, что независимо от стажа курения нужно бросать однозначно, это будет для организма полезно. Вот смотрите, я вот слышала, что говорят, резко бросать курить нельзя. Вот как быть человеку с большим стажем уже курения? Да, есть такой миф. Да. Есть это не миф. Вы знаете, здесь по-разному на самом деле, да. Вот есть пациенты, которые говорят, что я отказался от курения резко и сразу, мне так было легче. Кто-то говорит, что да, мне было так тяжело, и я постепенно отказывался от этого. Вот как в сюжете сигареты подрезая, да? Кому как. То есть это больше психологический фактор? Это больше психологический фактор, но не только. На самом деле, если резко отменять курение, то действительно в организме происходят определенные изменения. Они не только субъективные, они действительно объективные, эти изменения. Может наступить некоторое даже ухудшение заболевание, которое было, допустим, хронический бронхит, там усиливается мокрота, там может усилиться одышка, но эти явления, они временные. То есть здесь просто нужно подождать, немножко потерпеть, выдержать, то есть собраться силами, и затем эти изменения, они уже сходят на нет. Ну, спасибо вам большое, и я надеюсь, что благодаря вашим советам и нашим, конечно же, в этот день отказа от курения многие наши телезрители, которые еще пока не избавились от этой, скажем так, вредной привычки, обязательно выбросят сигареты. Да, и начнут здоровый образ жизни. Самое время. Спасибо вам большое, мы продолжаем. И сейчас реклама на ТНВ, после которой мы вернемся. Эту часть программы мы начнем традиционно с предсказаний астрологов. Для овнов гороскоп на сегодня обещает спокойный день. Он благоприятен для выполнения несложной работы и спокойного отдыха. И еще пора всерьез подумать об отпуске. В ноябре-то. А почему нет? Эмоциональный фон многих тельцов будет слишком бурный, что навредит карьере и приведет к усталости и раздражению в конце дня. Проведите вечер в кругу семьи и развлеките себя какими-нибудь такими, знаете, домашними радостями. Близнецы, у вас пассивный и трудный день, неблагоприятный для общения с начальством. В любовных отношениях намечается некоторый спад, однако не исключена неожиданная встреча с давней симпатией.
Раки, ваш жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Благоприятное планирование нового важного дела и отдыха в обществе близких людей. Львы, если же вам удастся разобраться в себе, день окрасится в более приятные глазу тона. Не зацикливаться на собственных проблемах помогут маленькие радости. Просмотр хорошего кинофильма, посещение любимого кафе или же прогулка по парку. Девы, у вас день удачных покупок и инвестиций. Возможно, интересные предложения, касающиеся профессиональной деятельности или начала собственного бизнеса. А мы продолжаем программу. Казанский театр кукол вернулся с гастролей из Алтая. О своих впечатлениях от поездки, о том, как их встречали зрители и какие постановки были восприняты на ура, артисты театра рассказали Эльмире Шигаповой. Татарский государственный театр кукол известен как в России, так и за рубежом. Труппа ездила с гастролями в Финляндию, Германию, Францию, Турцию и другие страны. Казанские актеры рады, что побывали на родине зарождения тюркской культуры. Тюрки все из Алтая поднялись сюда и так далее. Горно-Алтайск, Бийск и история, какие-то там вот куминов мы даже видели на сцене. Это местные народы тюрки. Горно-Алтайский национальный театр есть. И вот, знаете, мы уже в каких только городах не были, культурный город. За 4 ноябрьских дня казанские кукловоды показали 11 представлений. Они привезли 3 постановки – «Цветик-семицветик», «Хаврушечка» и спектакль «Три дочери». В нем оживают герои известной татарской сказки. Успех спектаклей в деталях. К примеру, при создании костюмов художники использовали подлинные элементы национальной одежды, а музыкальное оформление, в основе которого лучшие образцы фольклора, доверяют только самым талантливым композиторам республики. Мы увидели гостеприимных людей, настолько открытых, настолько теплых. То, что там снега, морозы, нам было нипочем, потому что нас очень добродушно встречали добрые люди, открытые люди. Особенно тепло сказку о матери, одной воспитывающей 3 дочерей, из которых лишь младшая пришла на помощь, когда та заболела, восприняла татарская диаспора Алтая. Зрители просто на одном дыхании смотрели все спектакли. Культурный зритель просто вот... Я даже была удивлена и все время хотела посмотреть, есть ли вообще кто-то, или они все вышли, но они все были на местах. Но добро сильнее зла, солнце света ночь боится, за зимой придет весна, и посмотрим, что случится. Напоминаем вам, что сегодня четверг, а это день, когда мы не просто рассказываем рецепт очередного блюда, но и разыгрываем призы от Департамента продовольствия и питания Казани. Мы приветствуем Гульнару Махмутову и передаем ей слово. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Сегодня в рубрике «Приятного аппетита» мы расскажем вам, как приготовить вкуснейший салат с тунцом. А пока зададим вопрос викторины. Кто первый дозвонится нам по прямому телефону 570-50-75 и ответит на вопрос, почему тунец постоянно плавает с открытым ртом, тот получит в подарок набор кисломолочной продукции от Департамента продовольствия и питания. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте. Вам понадобится 200 граммов стручковой фасоли, 8 перепелиных яиц, 200 граммов консервированного тунца, растительное масло, специи, порезать тунец на кусочки, яйца отварить, почистить, разрезать на 2 части. Фасоль отварить, остудить и добавить к тунцу. Положить яйца, специи, влить масло и хорошо перемешать. Приятного аппетита! Друзья, мы разыгрываем вкуснейший набор полезной продукции кисломолочной от Департамента продовольствия. Уже был задан вопрос, почему тунец постоянно плавает с открытым ртом. И у нас есть звонок.
Алло. Алло, доброе утро. Доброе утро. Ой, как я рада вас видеть. Я тоже очень рада. Как вас зовут? Вера. Вера? Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Вера, вы знаете правильный ответ на вопрос? Да, тунец плавает с открытым ртом, потому что это промывает жабры, усиливает подачу кислорода. Вера, умничка, это абсолютно правильный ответ. Правильный ответ. Тунец постоянно плавает с открытым ртом, потому что так к нему поступает больше кислорода. Ведь это очень быстрая рыба. Некоторые представители тунцов развивают скорость в воде до 70 км в час. К тому же температура их тела на 2-3 градуса выше, чем у окружающей воды. Поэтому тунцам кислород очень нужен в больших количествах. Вера, мы вас поздравляем. А я прощаюсь до следующего эфира. Спасибо большое, Гульнара. Мы поздравляем победителей и продолжаем программу рассказом о том, какие интересные фильмы и передачи ТНВ приготовил для вашего просмотра сегодня. По-прежнему буду, позабыть мне его нелегко. Красная Горка – любимый русским народом праздник, а эти люди веселятся год напролет. А все потому, что они занимаются интересным делом. Каравай. Сегодня на ТНВ. Ее обложка обтянута тончайшей кожей, миниатюры выполнены в персидском стиле, а на страницах уникальные факты об истории афганских народов. Фолиант в столетнем переплете. Сегодня в 14:45. Этот хоккейный клуб был основан сразу после войны. В 1947 году его тренером стал легендарный Анатолий Тарасов. В разные годы за него играли Павел Буре, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов. Сегодня с ним встречаются барсы – Акбарс, ЦСКА. Сегодня в 19:00 на ТНВ. Казанский федеральный университет продолжает уникальный формат образовательных интенсивов, который позволяет стать студентом на одну ночь и узнать жизнь КФУ изнутри. Чем порадует посетителей мероприятия «Про наука» в КФУ, сегодня узнаем у Лейлы Мухтаровой, директора департамента пиара и рекламы Казанского федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Лейла Маратовна, университет к своему 214-му дню рождения, мы знаем, подготовился основательно. А как университет будет праздновать свой день рождения? Да, действительно, 18 ноября Казанский федеральный университет отмечает свой день рождения. Поздравляем. Спасибо. В следующем году я бы хотела сразу анонсировать большое мероприятие. Это юбилей, 215 лет, и мы уже начали свою подготовку. Что касается нынешнего дня рождения, конечно, наша молодежь, студенты, наши преподаватели наметили план мероприятий празднования. Это проходит ежегодно, и в качестве апогея сегодня у нас состоится «Про наука». Это 10-я, в этот раз юбилейная серия научно-популярного мероприятия проекта «Про наука. Ночь науки» в Казанском федеральном университете. И мы проводим его во втором здании по улице Кремлевская, 35. И мы всех жителей, гостей нашего города ждем сегодня в 5 часов. Да, это уже вот 10-я «Про наука», как вы сказали, юбилейный, да? А какие результаты для вас стали наиболее значимыми вот за все время проведения вот этих мероприятий? Вы знаете, конечно же, было, во-первых, 10 абсолютно разных по своей тематике и наполненности мероприятий. Порядка 11 тысяч человек нас посетило, и я считаю, что это большой результат. Великолепно. Да, университет открывает свои двери для, как я уже сказала, жителей, гостей, для наших будущих абитуриентов. Нам важно, чтобы наши будущие студенты видели, чем живет университет сейчас, чем он может их порадовать и заинтересовать. Конечно же, мы рады тому, что преподаватели и учителя среднеобразовательных школ очень активно интересуются этим мероприятием, собирают ребят, группы ребят приходят, и происходит такая, знаете, очень такое близкое знакомство с учеными, да, то есть вы наравне можете задать любые вопросы, пообщаться, заинтересоваться, и это, конечно, дополнительный стимул для учителей в том числе, так же, как и для ребят. Конечно, это прямое знакомство с одним из лучших университетов Поволжья.
естественно, изнутри все увидите и узнать. А вот чем порадуете жителей и гостей города на этот раз? Да, на этот раз у нас такая загадочная пронаука. Она, да, может быть, уже вчера вечером на здании многие увидели букву X. Она подсвечивалась всю ночь. Да, мы, во-первых, обозначили, что это 10-я юбилейная пронаука, а во-вторых, мы посвятили этот проект развенчиванию мифов, загадок, все то, что интересно разгадывать, да, и задавать вопросы и получать на эти вопросы ответы. Мы поговорим, наши ученые поговорят о том, о фантастических животных, о том, что ожидает в будущем, в принципе, тему электроники, о том, как функционирует человеческий мозг. И я бы в качестве примера хотела привести нашего известного в Казани популяризатора науки Аркадия Курамшина, это доцент химического института имени Бутлерова, который расскажет о мифах здорового питания, да, здоровом образе жизни. Очень важная тема. Да. Развеет мифы, Развеет да? мифы, да. И также интересная тема, ее представит Александр Граница, врач-психотерапевт, который работает в Институте фундаментальной медицины и биологии. И также я бы хотела обратить внимание, что он достаточно активно, да, публично и на доступном языке рассказывает о сложных темах. В этот раз он поговорит о том, что, оказывается, не все болезни, и, в принципе, стереотип о том, что болезни от нервов, оказывается не совсем верной. То есть тоже в какой-то мере миф, да, значит, интересно. Да. Очень интересно ожидается ночь. Ну что ж, еще раз мы вас поздравляем с таким прекрасным событием, да, готовимся к юбилею вместе с вами, можно сказать. Я думаю, что на следующий год обязательно вновь пригласим вас в нашу студию, а Спасибо. так, я думаю, Будем пусть все пройдет на высшем уровне. Да, всем доброго утра, хорошего дня. Спасибо, вот успехов как раз вам. о хорошем дне. Сегодня погода обещает быть вновь солнечной и сухой. Осадки по-прежнему пока не ожидаются, так как малооблачный антициклон продолжает удерживать в нашей республике морозную и солнечную погоду. Температура воздуха днем ожидается около 4 градусов мороза, а вот к вечеру и к ночи похолодает до 11 градусов ниже нуля. Ветер слабый, так что хорошо, не сдувает. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха пока еще сохраняется высокой. Атмосферное давление, как я уже сказала, в норме, но ожидается небольшая магнитная буря. Пожалуйста, берегите свое здоровье. Ну что ж, а мы продолжаем. Сейчас мы, конечно же, предложим всем обязательно воспользоваться этими ясными днями, чтобы прогуляться по нашему красивому городу, познакомиться с удивительными уголками, которые хранят историю. Такой красивой Стар-Татарская Слобода стала лишь в 2013 году, потому что в этом году в Казани проходила универсиада, и было принято решение, что стоит сохранить в Казани исторический кусочек татарской культуры. Еще в XVI веке, когда Казань была присоединена к русскому государству, татары компактно были переселены сюда за озеро Кабан. И здесь они жили, проживали, строили дома. Затем здесь появляется и каменная архитектура. Улица, на которой мы с вами находимся, улица Каюма-Насыри, стала так называться в 1930 году. А до этого место, где мы сейчас находимся, называлось улицей Захарьевской, потому что здесь недалеко находилась Захарьевская церковь. Здесь селились не только купцы. Например, позади меня находится дом, в котором проживал историк, богослов Шагабуддин Марджани. Перед нами типичная городская постройка – деревянный дом на каменном цоколе. Именно такие дома строились в Казани. Но в отличие от русских домов, татарские дома были многоцветными, полихромными. То есть деревянные дома украшали цветом. Самые часто используемые цвета – это желтый, синий, белый, зеленый. Зеленый встречался чаще всего, потому что зеленый – это цвет ислама. Интересно, что внутри татарские дома делились на две половины – мужскую и женскую. В женскую половину никому, кроме мужа, нельзя было заходить. В женскую половину также входила и кухня. Татарские дома украшали цветом, а вот дома русские их украшали яркими наличниками.
красивой резьбой. Здесь же вы видите, что наличники тоже симпатичные, но они не имеют такой красивой резьбы, как, например, можно увидеть на домах на улице Ульянова-Ленина или на улице Волкова. Очень здорово, что в нашем городе сохранился кусочек татарской культуры, который привлекает не только гостей нашего города, но и казанцев. Ну а сейчас мы прервемся на рекламу. Она будет недолгой, ни в коем случае не переключайтесь. Впереди еще много интересного, обещаем. Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. И вновь мы желаем вам доброго утра и продолжаем нашу программу. Да, и продолжаем давать советы по укреплению своего здоровья. Например, если около вас есть бассейн, которых сейчас в нашем городе стало очень много, то непременно можно посетить, а наш коллега Лейла Шишова сейчас покажет, как и что там можно делать. Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем заниматься не как обычно в тренажерном зале, а в воде. Акваэробика – это групповые занятия в воде, которые проходят в комфортной температуре, под веселую зажигательную музыку. В воде вы прорабатываете все мышцы. Если у вас какие-то есть проблемы с позвоночником, с суставами, то мы рекомендуем заниматься в воде. В воде мы можем делать все то, что, например, нельзя делать на суше. В воде заниматься могут все, от мала до велика. Также есть специальные программы и для беременных, и для пожилых людей. Во время занятий вы еще мышцы тренируете, у вас еще кожа массируется, кожа становится упругой, эластичной, мышцы становятся подтянутыми, то есть у вас улучшается графика мышц. Соответственно, у нас идет колоссальный жиросжигательный эффект. Ну все, мечта любой девушки. Пресс напрягли, таз вперед, руками вперед давя, в сторону. Выдох, вдох, выдох, вдох. Ногами шагаем постоянно, не останавливаемся. Прорабатываем мышцы бедра, да, чувствуем, как напрягается. Напрягаем пресс. Раз, два. Руками помогаем себе. Выдох, вдох. И побежали вперед. Высокое поднимание бедра, да, двигаемся вперед. Ручки тянем вверх, стоим, да, улыбаемся и хлопаем себе за старание. Урок закончен. Аида, акваэробика ведь это групповые занятия. Составь мне компанию. Акваэробикой могут заниматься люди, которые не умеют плавать или которые боятся воды. А ведь таких большинство. Не бойтесь, плавайте себе на здоровье. Нацепите вот на себя такой вот пояс и вперед за красивым телом. Ну, вот и все. Кстати, во время плавания работает очень большая группа мышц. Какой Поэтому стимул, смотри, смотришь на Лейлу, да, и так и хочется заниматься спортом. продолжаем программу. В небольшом немецком городке Брюнсвик можно увидеть безумный мультяшный дом, который стал неожиданной туристической достопримечательностью. Это пятиэтажное здание с асимметричными окнами и дверями, покосившимися будто танцующими стенами и абсолютно безумными цветными рисунками, получил название «Счастливый дом Риззи» по имени автора и оформителя художника Джеймса Риззи. Местные жители сначала оказались не готовы к такому дому и даже устраивали акции протеста. Но потом привыкли. Кстати, в доме никто не живет, внутри находятся офисы разных компаний. А мы в нашей программе перейдем к дизайну квартир. Сегодня речь пойдет о том, как в этом помогает правильное освещение жилого пространства. Даже простая лампочка Ильича в грамотных руках становится не просто инструментом освещения, но и одним из важнейших элементов дизайна. Правильный свет обеспечивает правильное качество жизни. Вы можете
сегодня любить один сценарий света, завтра вы полюбите другой сценарий света. Освещение является полноправным инструментом дизайна, но для того, чтобы достичь максимального результата, нужно правильно спланировать его схему. Ведь с помощью света можно как расширить пространство, так и, напротив, сдвинуть стены. Первый, конечно, самый главный показатель света – это теплота. Теплота света измеряется в кельвинах, то есть это лампы от белого света к желтому. И существует большая-большая градация. То есть для того, чтобы мы показали правильный цвет краски на стене, нужно выбирать правильную теплоту света. Для того, чтобы не было одного светового пучка в центре комнаты, дизайнеры советуют использовать различные варианты светильников, которые помогут распределить свет по всему потолку. Это могут быть и декоративные люстры с подвесами, а также современные споты. Свет разделяется на слои, то есть у нас есть, скажем так, 3 слоя. Верхний уровень – это потолок, средний уровень света – это уровень бра, и нижний уровень света – это свет, который идет из пола либо из стен, то есть откуда-то с нижнего уровня. За атмосферу, ту, которую любит человек, то, что делает это место максимально уютным, это нижний и средний свет. Это такой большой-большой секрет. Верхний уровень подразумевает освещение всего помещения, в то время как средний распределяется на определенные участки комнаты. Это используется дизайнерами для выделения в ней определенных зон – отдыха, рабочей, обеденной. Но этот принцип нужно использовать очень умело. Как именно? Смотрите в следующий четверг. Татарстанское книжное издательство приступило к реализации грандиозного литературного проекта – созданию аудиокниг. О том, как родилась эта идея, какие произведения озвучиваются и с чьей помощью, говорим с генеральным директором татарского книжного издательства Ильдаром Сагдатшиным и актрисой театра и кино Гузель Сибгатуллиной. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Ильдар Камилович, расскажите, пожалуйста, подробнее об аудиокнигах. Как они выбираются для озвучивания? Ну, не секрет, аудиокниги сейчас уже наверное, один из самых популярных жанров. А что касается выбора, татарское книжное издательство ежегодно издает книги по плану социально значимой литературы. И это та литература, которая действительно несет значимость. И вот те аудиокниги, которые сейчас записываются, это и есть те социально значимые наши книги, то, что было издано в татарском книжном издательстве. На озвучивание мы привлекаем актеров театра Камала, Тинчурина, как мы говорим, золотые голоса сегодня республики. Мы знаем, что есть специальный портал, где можно приобрести вот эти самые аудиокниги, ознакомиться, выбрать, услышать. Не так давно мы создали сайт, портал tatkniga.ru, на котором в бесплатном доступе на сегодняшний день более 1000 книг в электронном виде. И вот сейчас, по мере издания аудиокниг, они также в бесплатном доступе. Пожалуйста, можно зайти и скачать на любой носитель, чтобы слушать уже там, где вам удобно, и вне зависимости от есть интернет или нет, в машине или где вы находитесь. То есть на сегодняшний день по мере записи мы выкладываем туда и аудиокниги тоже. Насколько часто это будет происходить и происходит? На сегодняшний день там 4 аудиокниги уже записаны. Начали мы с нашего великого Тукая. Продолжаем, наверное, до конца года мы запланировали 162 часа аудиокниг записать. Среди них это классики наши, это Амирхан Яники, Ваяз Исхакы, Алимжан Ибрагимов, Муса Джалиль, естественно, как я сказал, Тукай, но также 40 наименований татарских народных сказок для наших маленьких детей. Очень интересно. Гузель, хотела бы спросить у вас, вы впервые озвучивали книги, и вообще трудно было это делать? Это нужно эмоцию голосом передавать? Ну, наверное, в моем случае, вот в моих руках сейчас вот эта замечательная книга, и даже с моим изображением, где мне на самом деле очень приятно, это Топширулман Хатлар, Гадель Кутой. Мне было вот конкретно в этом случае не так сложно, потому что мне посчастливилось сыграть в этом фильме и вновь окунуться в эту атмосферу, и для меня это до боли все знакомые слова, и я с большим удовольствием все это прочла, все вновь пережила. А на самом деле, что касается впервые ли это,
Ну вот сейчас, например, конкретно для канала Шаян ТВ готовим татарские мультфильмы. То есть те вот известные мультфильмы, как «Суперкрылья», «Фиксики», то, что сейчас любят наши дети, и также современные советские мультфильмы мы сейчас вот озвучиваем на татарский язык. Интересно. Но это, конечно, абсолютно две разные работы, что ты читаешь такое произведение и что мультфильм. Это разные эмоции, все совсем другая подача. А вот скажите, пожалуйста, сколько времени занимает, например, озвучка одной книги? Вот даже если брать в пример ту, которую вы представили. Ну, наверное, где-то в целом у нас ушло 6 часов. То есть в один день это все вот пришли и озвучили? Ну нет. Вот мы посидели, почитали, но так как уже и голос устает, и уже понимаем, что эмоции не те. Даже человек, когда же он читает, он уже устает от чтения книг, а тут надо же все воспроизвести, поэтому мы делали перерывы по 2 часа, по 3 часа. Кропотливо. Да. Заканчивали сегодня, вернемся завтра с нужной эмоцией. Да, с нужным голосом, в той же манере продолжить. Ильдар Камильевич, а на какой период времени рассчитан вот этот проект? Я бы вот хотел еще к предыдущему вопросу добавить. Это ведь не только озвучивание. Вот если она 6 часов озвучивает, а дальше работает в студии, это все чистит голос. Это обработка. Это еще на 1 час примерно 2 часа работы в студии. Поэтому это кропотливая работа, которая более незаметна. А так проект рассчитан пока на сегодняшний день. Это идет до конца года. Вот как я сказал, 162 часа. Но мы планируем, у нас уже и списки составлены, что в течение следующего года технически есть возможность записать около 600 часов. Алла Берсак, как говорится. Прекрасно. Разбулдырамас, как говорится, да. Мы вас поздравляем вот с таким замечательным событием, конечно, начинанием. Пусть как можно больше книг будет обязательно в доступе, и чтобы наши дорогие телезрители и слушатели слушали. Мы, в свою очередь, слушателей поздравляем, потому что это такое большое удовольствие. Теперь уже можно ехать в машине и включать детям вот эти книги и знакомить их, быть на шаг вперед к литературе, к нашей татарской литературе. Да, и слушать их, как говорится, рахатляны. Спасибо вам. А мы продолжаем программу рассказом о других мероприятиях из мира культуры, которые состоят сегодня в Казани. Но прежде разыграем вот эти 2 билета на концерт группы «Иванушки Интернешнл» в Корстоне. А вопрос такой. Когда, в каком году была организована группа «Иванушки Интернешнл»? Номер прямой номер 570-50-75, он также у нас и не менялся. Ждем нашего победителя, который в скором времени отправится на этот концерт. Я, кстати, знаю ответ. Знаешь, пока молчи. Ну что ж, а сейчас афиша событий, узнаем, что интересного происходит в нашем городе. Выставка, которая заинтересует любого мужчину, проходит в музее Пушечного двора. Представленные здесь экспонаты являются собой вершину мастерства европейских оружейников 16-18 веков. Парадное оружие, инкрустированное драгоценными металлами и драгоценностями, доспехи, богато украшенные чеканкой, расшитые знамена, были изготовлены по личным заказам королей и князей той эпохи. Здесь можно увидеть, как выглядело оружие тех времен. Двуручные мечи, кинжалы и даже образцы огнестрельного оружия. Аркебузы и мушкеты будоражат воображение и рождают образы великих битв прошлого. Любителям интеллектуальных развлечений сегодня придется туго, ведь им придется выбирать между фестивалем «Казань философская» и «Ночью науки» в КФУ. В мир загадок, легенд и мифов попадут все, кто придет сегодня в Казанский университет на самую необычную ночь научно-популярного проекта про науку в КФУ. Разговор пройдет об играх человеческого разума, способного порождать чудеса, об иллюзии и реальности, роботах и монстрах. Научно-популярный лекторий, опыты и эксперименты, робофутбол, игры, фудкорт, выставка литературы. Все это доступно для всех заинтересованных. Вход свободный. А в резиденции креативных индустрий «Штаб» соберутся участники со всей России, чтобы послушать лекции и принять участие в словесных баталиях на популярные философские темы. В программе фестиваля лекция «Библейский шизоанализ, антиэдип и структура пятикнижья» доцента Европейского университета Юэля Ригева. Лекция «Художественная композиция, гармония или симметрия между физикой и метафизикой» доцента кафедры социальной философии Казанского федерального университета Владимира Юринова. Развлекательно-философское шоу «Вечерние перипатетики». Вход свободный. А у нас есть дозвонившийся. Доброе утро, здравствуйте. Алло, доброе утро. Всем доброго утра. Доброе утро, как вас зовут? Людмила. Очень приятно, Людмила. Итак, повторяем вопрос. В каком году была основана группа «Иванушки Интернешнл»?
Матвиенко ее создал в 1995 году. Замечательно. Чувствуется, вы большая поклонница этой группы. Мы вас поздравляем. Да, Эти билеты спасибо. достаются вам. Не кладите трубочку, вам расскажут, как забрать ваш приз. Ну а мы завершим прямо сейчас предсказание астрологов на сегодня. У весов день будет насыщенный и беспокойный, к тому же полный разнообразных переживаний и противоречивых эмоций. Вот так. А в продолжении. Скорпион. Не стоит принимать важных решений и брать на себя решение сложных задач. Лучше дать возможность окружающим проявить инициативу и понаблюдать за происходящим. Можно заметить массу интересного. У Стрельца день благоприятный для романтических свиданий и общения с любимым человеком. Отношения с близкими будут складываться очень гармонично, даже при мелких трудностях. Даже не знаю, что делать с этим счастьем. У Козерога возможны разногласия с любимым человеком. Не исключены ссоры из-за ревности. Готовьтесь противостоять соблазнам. В них сегодня недостатка не будет. Водолеи, не обращайте внимания на мелкие неприятности. Пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой. Рыбы. День принесет приключения и неожиданные повороты в судьбе. Это благоприятный день для мужчин рыб, которые смогут установить новые отношения с противоположным полом. Ну а мы на этом завершаем нашу программу, но не завершается рабочая неделя. И вот что мы покажем и расскажем вам завтра. Навстречу Новому году Дед Мороз отмечает свой день рождения в нашем эфире. Приятного аппетита! Готовим оригинальное творожное печенье. Будь в форме. Секреты правильной растяжки. Это был четверг. Еще один шаг и завершение рабочей недели. Сделаем мы его вместе с вами завтра. И также в 8-10 утра мы с вами встретимся здесь, на ТНВ. Рустем Каримуллин. Ассоль Мухамедзянова. Желаем вам отличного дня, прекрасного настроения. Увидимся завтра в 8-10 на ТНВ. Мы вас любим. Ни в коем случае не унывайте. Всем пока. Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ.